Испытано на себе. Неважно, что у машины под капотом. Самое главное – это то, кто сидит за рулем. В сегодняшнем выпуске передачи «Испытано на себе» мы продолжим рассказ о том, как я обучался зимнему дрифту. Напомню, что в прошлом выпуске мы ездили по закрытому треку, где инструктор Сергей обучал меня азам дрифта. Здесь еще газуем? Да. А тут нужно... Нет, газ. Газу? Да. Блин. Я еще ничего не сказал, да, не надо сбрасывать. Газу. Так, не выкручивайте руль. Ага. Все, сейчас можно по чуть-чуть открывать газ. Газ полный. Ага. Так, сейчас. Все-таки. Вот руль отпустите в некоторые моменты. Вот она когда катится, непонятно. Нужно приотпустить руль. И она сама выставит, как и надо, вы просто должны ей помогать. Да. А можно немножко подгазовывать, как бы. Типа не. Сначала сбросьте. Так, грязновато было, да? Чуть чистовой сделаем круг? Или устаете. То есть Слышь, начинаете еще делать ошибки, да? Да. Слушай, друзья, пытаетесь лучше да, в азарт входить. у меня больше вот этот на педали газа, вот, нога Устает. устает, да. Так, еще один чистовой круг сделаем. Ну, я потом для кадров вам могу тоже подойти. Да, это обязательно. Да. Потом мы посмотрим, как Сергей ездит. То есть мы... Так, здесь уже газуем, да? Рано, да? Ой. Петр помешал. Все верно? Относительно, да. Относительно, да? Газ. Мне кажется, что он ее развернет сейчас. Нет, нормально идем. Вот сейчас надо прям открываться. Что-то открываться не хотелось. Ну, имеется в виду газ полный открыть. Дрифт — это же еще про скорость, то есть как бы одно дело дрифт идет, а второе дело это, по-моему, на скорость проходит, да, так, трассу? Или нет? Как бы дрифт, можно на скорость, можно покрасивее сделать. На красивость. Да, то есть, если по внутренним ехать, это скорость, время прохождения, быстрые круги. А если красиво, то по внешнему, возле стеночки, все красиво. В одном углу, без корректировок. Так, друзья, сейчас я выйду из машины, а уже поедет Сергей. Слушайте, огромное спасибо. Прямо, вот бывают такие моменты, когда, допустим, если взять, это недавно было, да, сколько, несколько минут назад, вот так, минут 20-30 назад я сел, то есть это мои ощущения как бы до этого, да, как только я сел за руль, и вот сейчас вообще как будто два разных человека. И в целом, мне кажется, еще вот, я, может, не прав, но если, например, хочется выплеснуть какую-то вот энергию, адреналин, да, там, то лучше это сделать здесь, да, то есть, как бы обучиться, да, и вот показать свое мастерство, наточить, как-то обточить это, чем делать это, не знаю, на улицах города там и так далее. То есть, поэтому, Сергей, тебе большое спасибо. Сейчас мы посмотрим, передаем руль хозяину этого автомобиля, Сергею. Не хозяин? Нет. Но все равно инструктору. И он сейчас покажет свое умение. Испытано на себе.
Да, друзья, получается так, что я взял, выскочил просто из машины. Сейчас надо же самое главное почувствовать, это как оно именно в автомобиле. Поэтому сейчас этот круг я проеду с Сергеем. По тому или по этой пойдешь? Сюда, да? Так, я прям держусь за ручку. То есть... Так. Ага. Это, наверное, лишние 100 килограмм сейчас в машине сидит. Не, нормально. Нет? Нормально? Я с 3 так же делаю. А, это же скорость тут поменьше должна быть. Да. То есть вот лишних движений делаю. Да, я смотрю, вот, ты отпустил Всё. почти, да. Супер. А вот так вот. Да, иногда такие даже моменты, когда смотришь через боковое стекло вперед. Это да. Интересно, вот сейчас камеры не подлетают? Вот, четко. Не подлетали. Да. Ну, если, друзья, это называется школа дрифта, то сейчас мы пообщаемся с теми ребятами, для которых это, скорее всего, образ жизни, для ребят, которые участвуют в соревнованиях, проводятся чемпионаты. И вот один из таких чемпионатов, 4 этапа, проходит у нас также в городе Якутске этой весной, в марте месяце. Испытано на себе. Сейчас мы перенеслись в район 202 микрорайона, где 2 марта состоится первый этап чемпионата по дрифту, ледовому дрифту. Ну, наш эфир выйдет чуть позже, но тем не менее, каждые выходные марта, соответственно, будут происходить этапы по зимнему дрифту. И сейчас мы уже в среде спортсменов. Познакомьтесь, это Николай Никитин, очень хорошо ездит, да, занимается дрифтом. Сколько ты уже занимаешься? Сам дрифтом занимаюсь с 13 лет. Начинал с симуляторов. И вот в 2018 году купил «Жигули» и начал уже в реальной жизни заниматься дрифтом. Надо отметить, что Николай, это, наверное, ты, наверное, единственный, да, кто в Сочи участвовал? Да, с Якутска, да, с нашей республики. Вообще, в таких масштабных чемпионатах первый представитель нашей республики. Давайте познакомимся с Николаем чуть поближе. Он многократный чемпион республиканских соревнований по дрифту. Как вы уже поняли, Николай Никитин, первый из якутских пилотов, принял участие и вошел в топ-32 в крупнейшем в России чемпионате по дрифту Сочи Дрифт Челлендж и занял 18 место из 127 участников. Кадры его участия вы сейчас видите на своих экранах. Никитин Николай, номер 111, сейчас должен продемонстрировать то, что он демонстрировал здесь накануне. Да, и в тренировках в том числе. И в тренировках. Повторюсь, он очень круто ехал. Хотелось бы подтвердить мои слова. Ну-ка. Давай, Коля. Чуть-чуть, мне кажется, не дотянул, но в целом это неплохая постановка. Очень люто, да. Не совсем точный вход, но все остальное. И, кстати, вот пример хорошо управляющегося турика. Посмотри, как точно все. Очень точно. Перетекает из одного в другое. With the cash like you ain't by that fast life, big dog status, what your stats like. You ain't by that fast life, just know 100 duffels is the bag price. You ain't by that fast life, 6 speed, yeah, I'm smashing on the gas. It's a fast life. It's a fast life. Keeping it moving, don't switch up my code. Life full of
It's your moment, whether wrong or right. You're your own enemy, your own enemy, your own enemy. Yeah. When I fall, I keep running. Feel the pain, but I love it. Yeah. You know I'm built for it. You ain't gotta ask twice. You ain't by that fast life. 100 on the dash with the cash light. You ain't by that fast life. Big dog status with your stats like. You ain't by that fast life. Just know 100 duffels at the bag price. You ain't by that fast life. 6 speed, yeah, I'm smashing on the gas, gas, gas. It's a fast life. It's a fast life. Keeping it moving, don't switch up my code. Life full of circles, we out the A4. It's a fast life. Испытано на себе. В этом году мы ожидаем около 50 участников. В прошлые года было чуть меньше, с каждым годом становится больше участников. Например, года 2 назад там участников было у нас только 30, сейчас уже 50. Скорее всего, даже будет больше, около 60. Сейчас мы, возможно, вы видите, уже рядом с нами вторая машина, и мы сейчас именно в таком спортивном режиме проедем по трассе, которая будет также на чемпионате, да? Нет, она будет другая? Да. Ага. Но она похожа, тоже как бы ледовая дрифт-трасса, правильно? Да, но наша трасса только под дрифт-такси и под дрифт-обучение. Сам этап будет проходить рядом, вот с левой стороны. Там уже трасса более ходовая, такая скоростная, много опасная. Все, понял. Вот, друзья, я, кстати, был вообще удивлен, что, во-первых, можно дрифту обучаться у нас в городе Якутске, и, во-вторых, что это даже не одна школа, а и даже 2, даже, может быть, еще есть, да? Вот, поэтому сейчас мы в спортивном режиме пройдем по трассе, дайте-ка я уже знаю, за что держаться. Поехали, а? Поехали. Так, мы пойдем за той машиной, да? Да. С ума сойти. То есть, например, друзья, вот я вижу, да, например, так близко. Я как городской водитель, если вижу рядом капот, ну то есть заднюю часть машины другой, я торможу. А тут наоборот, Николай дает газу. С ума сойти вообще. А
А контакт это ничего, да? То есть это как вообще, бы обычное да. дело, да? Это обычное дело. Ну и скорости у нас тут маленькие, Ага. поэтому тут ничего страшного в этом нет. То есть реально, я смотрю, когда вы даже стартуете так близко, и вот эта перекладка, да, то есть насколько надо владеть, да, вот машиной, чтобы знать, что именно во время перекладки ты не заденешь, да, другую машину? Нужно прикатываться к машине, Прикатываться. быть единым вообще с машиной, чувствовать ее. Слушай, я вот просто... да, одно дело, как мы сейчас вот обучались, да, понятно, обучение, но когда ты уже в спортивном, практически спортивный режим, понятно, что скорость не такая большая, да, но тем не менее и то. Плюс еще здесь я представлял лед, это такая ровная поверхность. Да, у нас... А здесь какие-то еще горочки такие прикольные, ну, то есть... Слушай, совсем по-другому. И было такое, ну, конечно, так нельзя делать, но если бы окошко было открыто, можно было потрогать машину. Она вот буквально сантиметров 5-10. Мы специально выбрали такое место, чтобы было с перепадами, чтобы было интереснее для наших клиентов. Ага. То есть человек может приехать, покататься, то есть как вот я сейчас, да, как пассажиром. Да. Супер, слушай. Да, ну горки, конечно, интересно. Ну а так, само обучение мы проводим на нашей площадке, там просто открытая площадка, супер безопасно, там никуда не улететь. Выставляем конусы и там основам дрифта обучаем. То есть в целом, кстати... Можно вообще с нулевым опытом приходить к нам. Давайте мы, наверное, тоже попробуем, потому что сейчас было обучение на такой, на трассе, да, как бы с поворотами, а здесь как бы как больше как в автошколе практически, да, то есть можно попробовать вокруг конусов, да, проездить. Конусов. Супер, давайте попробуем. Испытано на себе. Сейчас мы уже на учебной трассе, получается, сейчас Николай, да, покажет, как нужно будет тут рулить. Основа дрифта — это в первую очередь круг, вокруг одного конуса кончики крутить научиться нужно будет. Тут у нас два конуса расположены. После того, как вокруг одного конуса у нас будет получаться крутиться, мы будем пробовать уже восьмерку делать. Можем только на второй передаче без сцепления, без ничего пробовать. То есть одну, вторую включить. Просто газом работать. И чтобы вокруг конуса крутиться, нужно будет просто газом играть. Газ пол нажимать не нужно, чуть-чуть газом. Да. Периодически, да? Восьмерка. С первого раза это не все, с первого раза не у всех получается, поэтому будет трудновато. То есть тут в целом можно основу вот этой перекладки, все, да? Да. Как бы понять. Например, так же перекладки делать можно. Так, сейчас можно попробовать, да? Да, можем пробовать сразу. У вас опыт имеется, поэтому уже можно сразу. чуть-чуть. Так. Трогаемся сразу со второй передачи. Со второй? Да. Сначала просто круг сделаем. Оу, как первокурсник. До конца должен выключить. Так. Сначала к машине привыкнем. Да-да-да. Сначала к машине привыкнем. Это же вторая, поэтому постепенно, ну. Чуть больше газа. Ага. Сделаем круг по всей площадке. Просто без дрифта, да? Без дрифта, без ничего. Нужно будет почувствовать чувствительность газа. Привыкнуть к нему. Ага. Теперь можем пробовать уже. Чуть меньше скорости вокруг этого конуса попробуем. И газу побольше, да? Газу. В обратную сторону. Так, подожди. Все, я понял. Руль сразу... Перекрутил, получается, я, да? Нет, не успел довернуть.
Так, я сейчас какую ошибку совершил? Не успел руль в обратную сторону В повернуть. обратную. Ага. Нужно будет Так, так захожу, Да. не газую, да? Да, газ. Чуть-чуть. Ай-яй-яй-яй. Теперь слишком много газа. Чуть меньше будет. Ага. Можешь сразу, без остановки, сразу ехать. А, и в другую сторону, да? Ага. Газ, газ. Во-во-во. Меньше газа. Ага, идем. Теперь в обратную Так, сторону сейчас обратно попробуем. Так, ну ее очень сложно, трудность поставления. Да. В обратную сторону. Так, конус Еще раз. сейчас был. Так. Поехали, да? Нужно будет газом играть. Ага. Когда ты газ равномерно держишь, у тебя задняя часть сильно проскальзывает. Ага. Нужно будет просто газом играть. Ага, ну так. Поймать еще надо этот Да. момент. Ай, не получилось. Так, ладно, сейчас вокруг этого попробуем. Обратную сторону. Слушай, это сложно. Получается, так, у меня, значит, вот когда захожу, как бы, да, там еще более-менее как-то. А когда вот именно постановку сделать, вот это сложность. Получается, я перегазовываю, да? Да, перегазовываешь и руль не успеваешь довернуть в обратную сторону. Как Ага. когда заднюю часть занесло, нужно будет в сторону заноса руль повернуть. Ага. Помочь машине. Так, сейчас назад или... Может, сразу стоять. Так, тихо-тихо-тихо. Ой-ой. Чуть больше газа. Ага. Так, давай-ка правый поворот попробуем. А конус как должен стоять? Или вот уже можно, да? Можно? Вот это баланс сложно, но, кажется, можно почувствовать. Да, нужно к машине привыкать. Когда все будет получаться. Не, на левую сторону что-то перекрут получается. Так, сейчас. Еще раз. Если конус держать и смотреть на него. А нет, не получается. Можем чуть полегче упражнение выполнить. Ага. Можно Какой? просто вокруг конуса на 180 градусов, ну, в обратную сторону просто развороты делать и пробовать. То есть вокруг конуса 180? Нет, имею в виду, в сторону конуса едешь, Ага. налево поворачиваешь, делаешь разворот, вот то же самое. И потом сюда, да? Да, просто прямо, потом нужно будет поехать. Так, сейчас попробуем. Так легче будет, скорее всего. Можно лишь представить, что это просто поворот на 180 Так, я должен вот градусов. так вот Да, просто развернуться, да? И тут сейчас газу дам. Да, газ. Да? И в обратную сторону сразу. Все, в обратную сторону. Все, так. Ой, красиво, кажется, получается. Я вокруг конуса. Так, ну это, видишь, как-то такое стечение обстоятельств, да, получилось? Сейчас. Сразу в обратную сторону. Нет, вот, перемотал. Все, обратно. Так, подожди, как же это сделать?
Получается, есть такой момент, когда нужно обязательно отпустить руль, да? Да, и нужно будет его немного довернуть, Еще довернуть. Да. чтобы руль успел. Так, ну-ка. Не получилось. Ты конус не задел? Чуть левее, Так, ну-ка. левее, 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 Левее? направо, И газ. поехали. Сразу обратно сторону. Чуть довернуть. А, перегазовал. Да, Да перегазовал. что такое-то? Не, что-то какой-то это не получается. Сложнее, чем на трассе. Да, на трассе ты как-то, ну как водитель едешь, да, и что-то более-менее как-то еще скорость, инерция есть. Тут получается инерции нет у тебя особо, и надо ее придавать. Ну тогда посложнее. Пробуем. Вот тут все. А можно пошире брать, да, как бы? Шире. Тут газ. Обратно. Чуть довернуть. Меньше, меньше газа, меньше. А, так. Когда тебя разворачивает... Я, видимо, хочу разогнаться Да. подсознательно. Когда Это как тебе- почему-то. Когда тебя разворачивает, можешь просто газ отпустить, машина немного распрямится. Ага. На трассе я наоборот притормаживал себя, а тут как будто хочется еще чуть скорости дать. Не получается. Так, сейчас. Шире, шире. Пошире. Еще довернуть. Ага, вот. Газом играем. А, как чувствую, что занос идет, немножко отпускаю газ, получается. Да. Ага. А, перегазовал. Слушай, ну да, вот это... В общем, можно ли так сказать, что если вот, допустим, идеально начать делать вот эти упражнения, то уже на трассе будет гораздо проще, да? Намного проще будет. Намного проще. Можете сразу на трассу выезжать. А? Можете сразу на трассу выезжать. Даже сразу, да? Как все будет получаться. То есть это как и в автошколе, то есть... Да. Восьмерку делать намного сложнее, чем на трассе ездить. Ага. Да, потому что тут скорость маленькая, да? Да. Правильно, инерция. Ну меньше. и тут так. Вот это такой тонкий момент, когда она вроде как и перекручивается, и... Ага. И где-то тебе надо и газ отпустить, и Да. руль подрулить. Правильно я понимаю, да? Нужно чувствовать зацеп машины. Ага. Так, ну Вот, давай еще один зацеп. левый поворот там попробуем. И в целом... Можем восьмеркой потом попробовать. Восьмерку? Да. Давай. Так, сейчас... Так, что-то слишком много газа. А, слишком много газа Ага. было. Так, сейчас. И разгоняемся в сторону вот оператора. Разгоняемся? Да. После поворота, да? Да. Если. Так. Надо прикрутить. Вот, в сторону оператора. Ага. На оператора. Еще. Ой, Вот, правильно, нормально? Всё. А-а-а. Слишком много газа. Так, ну восьмерка еще сложнее. Да. Че, на коптер тут снимать нас? Это с Садового парка. Сейчас попробуем. Перекладка. Ага. Всё, переклад. Меньше. А, наоборот, меньше. Ага, меньше газа. А, Как машину закинул, можно будет Газ скидывать, да? Опустить. попробуем восьмерку. Газ. Все, газ спустить надо. Ага. А, тут уже... Тут уже снег. Всё равно. Так, такая грязненькая восьмерка получилась. Ой.
Меньше газа, меньше. Еще меньше. Так, Почти без газа лучше. надо слушать инструктора. Слушай, ну, здорово, интересно. Тут за счет того, что маленькая трасса, ну, то есть вот такая как бы конусная, да, и очень много таких вот повторяемых движений, и за счет этого, наверное, ты как бы учишься, да, чувствовать автомобиль. Да. Учитесь чувствовать машину, контролировать угол. Так, ну давай еще восьмерку еще один раз, и я думаю, мы завершим, потому что понятно, что в рамках одного урока это невозможно, да, как бы это трудно. научиться хотя бы понять принцип. Так, давай начнем отсюда. Обратно сюда. Ага. Шире. Шире. Да, машина сама еще идет. Так, я сейчас все сделал, рано отпустил газ, да? Да. И слишком узко поехал. Траектория из-за этого сломалась и тебя бы развернула бы. Ну, в дрифте я так понял, что надо как бы чем шире, прямо Нет, нужно внешней части, да, поворота. нужно правильную траекторию выбирать. Куда надо? Еще. Теперь, да? Накладка. Обратно. Обратно сюда. Наоборот. Блин. Николай, большое спасибо. Слушай, ну действительно интересно. Друзья, еще раз хотелось бы напомнить вам, что оказывается, да, в городе Якутске есть школа дрифта. Вы можете прийти, научиться и, соответственно, выбросить свой адреналин, да, то есть есть желание как-то научиться водить автомобиль, да, то есть это и чувствовать автомобиль. В любом случае, это даже на обычной дороге, на трассе, там, в городе, в городской среде тоже это, конечно же, будет большим плюсом, если вы будете знать, как себя ведет автомобиль, там, особенно в заносе. Да. Поэтому приходите смотреть соревнования по зимнему дрифту. Напомню, что каждые выходные будут проходить по этапу чемпионата по зимнему дрифту города Якутска. Это получается в марте месяце. Следите за соцсетями. Ну, это был проект «Испытан на себе» на канале Якутия 24. Еще раз благодарю Николая. Большое спасибо тебе тоже. Успехов. Ты же участвуешь? Я в этом году организатор. Ты организатор. Да, и судья. Вот, хорошего прохождения, да, соревнований вам туда. Ну, а всем участникам желаем, конечно же, победы. До новых встреч. Пока. Испытано на себе.